Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня программа «Доступная среда» на Волге вместе с общественной организацией «Свобода», которая ежегодно устраивает межрегиональный фестиваль «Рыбалка без границ». Это Миша рыбачит. Для большинства из этих рыбаков просто добраться до берега уже огромная проблема. На этом фестивале не бывает победителей и побежденных, и все устраивается не ради улова. Главное – удовольствие общения с природой. У меня поплавок-то лежит, что ли, да? Опять упал. Большого улова здесь никто не ждет, а для общей праздничной ухи заранее приготовлена царская рыба, которая плещется в реке на поводке. Пока рыбаки терпеливо ждут, когда на крючок прицепится настоящая рыбка, неподалеку уже готов импровизированный стол для пикника. Здесь рады всем, и угощения разносят, как на богатом фуршете. Угощайтесь. Общественная организация «Свобода» объединяет людей с инвалидностью и без нее. Здесь все помогают друг другу, вместе проводят праздники, вместе открывают радости жизни. Так хорошо. Для многих из них каждый выход на природу – потрясающее событие. Окунуться в реку, искупаться, просто помочить ноги в теплой воде многие самостоятельно не могут, а это так необходимо. Нет, самое вряд ли. Кстати, для нас, для ДЦП, вот это очень полезный камень. Камни, ой, не знаю, камни очень жесткие. Давай руку. О, неожиданно, это вообще неожиданно, но приятно. С тобой интересно было. Здорово. Со мной было интересно. Саш, помоги, пожалуйста. И ты напрямую. Прыгаем. Опа. Держи. Куда сядешь и ляжешь? Песок не налился? Отдых у воды прекрасен, но главное все-таки общение, тем более, что круг значительно расширился. На фестиваль приехали гости из Йошкар-Олы, члены молодежного интеграционного клуба «Знак равенства». У двух организаций, Чувашской и Марийской, много общего, и цели тоже одни. Поэтому руководителям и активистам есть о чем поговорить. Первое, чему я учу, спросите. Нужна ли помощь? Да. Надо ли вообще помогать? Ну, это здорово, да. Мы как раз тоже развиваем добровольчество. Есть у нас в Чебоксарах Центр молодежных инициатив, с которым мы разработали как раз эту программу. У них очень непростая жизнь, но они стремятся быть полезными не только себе, найти способ самореализации. Их активность привлекает не только людей с ограниченными возможностями, но и здоровых. Вместе и получается доступная среда. Вроде бы тяжело все, да, как-то тут болит, там болит. И все-таки ты понимаешь, что у людей-то есть и гораздо хуже физическое состояние, что у тебя там в сравнении с другими вообще все хорошо. И как бы ни было плохо, постоянно нужно все-таки говорить себе о том, что есть... Бывает и хуже. Да, ты не на самом дне, на самом деле. И очень часто такое бывает, что думаешь, ты все на дне, а тут раз... И, как говорит моя знакомая, снизу постучали, что там еще кому-то хуже. Да. Так что вот, работаем. Ну, здорово, что есть ребята, что есть такие активные, как вы, вот люди с инвалидностью, которые, несмотря на какие-то там свои ограничения, имеют возможность, имеют желание жить, двигаться вперед и вдохновляете. Мы вдохновляем других на подвиги, да. Есть ребята здоровые, которыми непонятно, что движет, они вот рядом с нами помогают нам реализовывать мероприятия, проекты, просто жить помогают. За это просто им отдельный поклон. И самое главное, что нам и власть помогает. Впервые фестиваль воды «Свобода» провела 3 года назад. Подтолкнул Павла Никитина к этой идее благотворитель, помогающий организации Николай Федорович Угасков.
3 года назад во время концерта он нам подарил сертификат от рыболовного магазина. И для нас это было как задание провести рыбалку, организовать. И вот благодаря ему уже 3-й год подряд мы проводим. Организовать и провести фестиваль, а это действительно фестиваль, потому что его программа богата и разнообразна, помогает множество добровольных помощников. В этом году нас поддержала Общественная палата Чувашской Республики, Министерство спорта, газета «Про город», организация рыболовного движения УХ-ТВ. Мы много неравнодушных граждан. Фердинанд Моторс нам предоставили свой транспорт, помогли стране с проектировкой. Тут хотим помочь. Вот. У нас ежегодно вот с нашей группы в среднем 8-10 человек приезжают без какой-то там без финансовой основы, то есть помогают, и все нормально. Антон Володин представляет рыболовное движение УХ-ТВ. Признается, здесь он потому, что дружит с Павлом Никитиным. Эта дружба дает ему многое. Человек силы воли, очень огромной силы воли. Даже заряжает силой, мыслями, то есть меня собирает, и как-то вот я больше работать хочется, больше действовать. Потому что виден человека, человек, несмотря на свои трудности, справляется с ними и добивается таких успехов. Вот. Поэтому, наверное, себя смотришь, думаешь, надо тоже стремиться к лучшему. Есть на свете на бескрайнем много городов, но один лишь часто снится с волжских берегов. Где бы ни был я на свете, только знаю я, это город Чебоксары, родина моя. Здесь когда-то пацанами бегали гурьбой и девчонок провожали вечером домой. Годы быстро пролетели яркой чередой. Здравствуй, город Чебоксары, ты всегда со мной. Чебоксары, ты опять мне приснился. Город мой в далеком далеке. Чебоксары, ты расправь свои крылья. Город мой над Волгою рекой. Павла Никитина и возглавляемую им «Свободу» поддерживают многие, как могут. Артисты, например, культурной программы, соглашаются выступить не на сцене, а на песке. Погода ради инклюзивной рыбалки расстаралась. И к неожиданной для нынешнего лета жаре как нельзя кстати пришлись знойные испанские танцы. Инклюзивный праздник на берегу Волги на этот раз собрал более сотни участников. Это была теплая дружеская встреча. Большое спасибо за то, что нас сюда сегодня пригласили. Это для нас замечательный повод путешествовать, совершить маленькое, но путешествие. Это прекрасный день, чтобы побыть у воды, побыть на природе, пообщаться. Ребят, мы с вами молодцы. Мы в очередной раз доказываем, что на самом деле нету границ между людьми и возможностями. И это здорово, это радует. Я хочу от нашего клуба, у нас есть вот такой символ. Да, это называется «Ангел, окрыленный мечтой». Это символ одного из наших проектов. Назывался проект «Окрыленный мечтой». Крылья этого ангела – это символ наших побед, стремлений, мечтаний. И все, что я здесь вижу, я вижу, что у вас крылья расправлены. Вот. Желаю вам их не прятать, чтобы они всегда оставались сильными. И новых побед, новых свершений. Спасибо огромное.
Пока участники наслаждались общением и концертом, бравая команда поваров трудилась над общей трапезой. Кто-то разжигал костер и готовил для ухи огромные котлы. Кто-то чистил картошку и лук, кто-то рубил огромную рыбу. Но на первое подали излюбленную рыбацкую кашу с тушенкой. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. В ожидании ухи участники фестиваля делились впечатлениями с нашей съемочной группой. Впечатления самые положительные, самые хорошие. Во-первых, спасибо за приглашение сюда. Мы первый раз на межрегиональном мероприятии. Обычно мы активно участвуем в чем-то в пределах своей республики. С этого года вот начали ездить по соседям, были в Казани, просто на экскурсии сюда приехали, на фестиваль рыбалки. Очень интересно, и команде нашей очень понравилось. Погода, главное, нас не подвела, потому что совсем недавно, 3 дня назад, дожди лили и холод. Сегодня такое солнце, вода теплая. Положительные эмоции, все эти люди, новые знакомства, да и просто всегда приятно встретиться в такой замечательной компании. Вот, мы как бы делимся эмоциями и получаем хорошие эмоции. Здорово, то, что есть такие, я считаю, мероприятия. Очень рада, то, что всех знаю, очень счастлива. Спасибо большое. Теплое, очень радостное мероприятие, как бы много ярких эмоций, просто счастья какое-то душевного. Спасибо огромное всем организаторам, очень позитивно все. Ваша задача, пока звучит музыка, вам нужно собирать рыбки. Вы рыбаки, вы их срываете, они на скрепочках, ничего сложного нет. Как только музыка выключается, вы больше не собираете рыбок, больше не ловите. Кто больше поймает рыбок, тот получает главный приз. Ну, а дальше мы без призов не оставим никого, будьте уверены. Внимание, марш! Та рыбка, которая упала, она не считается. Ловим. Нет, она твоя. Твоя. Опа. Давай поможем. И начинаем с вами считать, сколько же кто поймал у нас рыбки. Ром, давай начнем с тебя. Давай ты будешь ее кидать, отпускать. Мы же добрые рыбаки. Мы не... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рыбок. Молодец. Аплодисменты, Роме. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 рыбы. В жизни всех наших героев многое изменилось, когда они объединились в общественную организацию. «Свободе» скоро 3 года. За этот срок она превратилась в настоящую силу, способную разбудить, призвать к активной жизни, оторваться от замкнутого пространства дома, в котором многие жили до того момента, когда всех задумал собрать Павел Никитин. Когда «Свобода» у нас организовалась, я могу сказать, то, что благодаря Павлу я очень сильно повзрослела. Я много очень поняла. Это в жизни, кстати, очень пригодилось. И вообще и в жизни, и в работе, и общении с людьми, и общении со взрослыми. Я считаю, это очень пригодилось. Это, опыта как бы набираешься, естественно. Появились какие-то новые знакомства, как-то, по-другому немножко начала себя вести. Все равно как-то она мне в жизни очень помогла. Так что тоже очень благодарна, то, что она в моей жизни появилась. Моя жизнь изменилась капитально. Я стал увереннее в себе, у меня жизнь наладилась в лучшую сторону. Не в лучшую сторону, просто жизнь наладилась. Вот. Очень много ребят к нам присоединилось. Я замечаю, что очень много ребят стали увереннее в себе. Вот. И
это показатель того, что мы на правильном пути. Объединившись, они поняли, что жить так гораздо интереснее. Расширяются возможности и забывается об ограничениях. Самый главный улов третьей рыбалки без границ — у свободы теперь есть еще и знак равенства. И значит, впереди новые праздники и общение. Ну да, мы будем следить за новостями, потому что девочки заинтересовались. Будем делиться обязательно. У нас маленький опыт есть, так что... У нас пока опыта очень мало, всего год, поэтому да. Мы соседи будем вместе. Нам нужны такие контакты. Мы рядышком, можете на нас рассчитывать. Хорошо.